Среди жителей нашего города есть люди с разными, порой очень интересными судьбами. У кого-то жизнь идет плавно, по определенному сценарию. У других она совершает резкий поворот, не оставляя при этом никаких шансов самому человеку что-то изменить, повернуть в другое русло. Судьбу героя сегодняшней передачи определил случай, навсегда связав его дальнейшую жизнь с медициной. В недалеком прошлом Емель Акбулатов мечтал работать с музыкальной аппаратурой. Многие горожане наверняка помнят его как диджея-радионавигатор. А еще хотел стать врачом, пойти по стопам отца. Вот у меня просто была травма, зрение ухудшилось, и встретил нужных людей. Они мне подсказали, говорят, не расстраивайся, вот есть в Уфе медицинский колледж, и там специально есть отделение для факультет массажный для незрячих и слабовидящих. Ну, вот я туда поехал, поступил, отучился 3 года. Нас обучали на профессиональных массажистов. С тех пор Емель Акбулатов на страже здоровья, самого дорогого, что есть у людей. Обучение в колледже, затем в медуниверситете по специальности врач-реабилитолог, опыт работы. За короткое время молодой специалист сумел завоевать имя известного массажиста. Среди пациентов Емеля, нуждающихся в массаже как в методе лечения, есть как взрослые, так и новорожденные дети. В основном приводят новорожденных, например, после или родовая травма кривошея, или гипертонус конечностей, то есть это последствия гипоксии первой, второй степени, то есть или с перинатальной энцефалопатией, то есть это последствия гипоксии. Ну, как бы неврологические в основном, вот как вот после последствий, как повторяюсь, гипоксии. То есть, чем раньше, если есть какие-то проблемы, как гипоксия, чем раньше обратиться к массажу, тем быстрее можно вылечить. То есть они в этом возрасте как пластилин, что с них слепишь, что и будет. Но обратно же зависит от какому специалисту вы попадете. То есть можно наоборот еще хуже сделать, потому что в каждом, тем более, если новорожденный ребенок, он развивается поэтапно, то есть конечности в определенные в возрасте у него сам есть, потому что гипертонус физиологический, допустим, у рук там в 2 месяца в норме должна уходить, спадать, и в 4 месяца, например, гипертонус конечности, нижних конечностей уходит. А если неквалифицированному специалисту попасть, то он может еще хуже натворить. Приводят детей уже в подростковом возрасте. Ну, сейчас, грубо говоря, 100% детей нету здоровых. У всех проблемы или по неврологии, или костно-мышечной системе. То есть сейчас в подростковом возрасте дети как в школу начинают ходить, у них сразу развивается, может он и до этого у многих есть, это сколиоз, то есть искривление позвоночника. А в школе они еще хуже. То есть с 1 на 2 степень, со 2 на 3. И многие родители этого не замечают, или даже, может, у нас специалистов в СИБАе не хватает. Даже можно взять своего ребенка и, так скажем, такие пару советов родителям: поставить ребенка перед собой голым торсом, спиной к себе и посмотреть на уровень плеч. То есть плечи должны быть на одном уровне, ни правой, ни левой, ни выше, ни ниже. Нижние углы лопаток то же самое. До 12-15 лет детей можно с этого состояния вытянуть, то есть они в этом возрасте как пластилин, что с них слепишь, что и будет. Но в 12 лет, как мы знаем, у детей начинается подростковый переходной возраст, то есть начинается у них гормональный перенастрой организма, то есть мальчики становятся юношами, девочки девушками. То есть в этом возрасте у них скелет вытягивается, мышцы не поспевают, и еще хуже позвоночник съезжает, и потом вообще проблемы очень сильные. Как бы организм, он чисто в этом возрасте только идет, как бы играй гармонь по-другому. То есть костно-мышечная система очень сильно в развитии отстает. Из-за этого хуже как бы делаются. А вот до переходного возраста вот это минимизировать можно. Пациентов у массажиста всегда хватает. Ежедневные стрессы, плохая экология, пренебрежительное отношение к собственному здоровью. Ритм современной жизни накладывает свой отпечаток на здоровье.
К Емеле Акбулатову пациенты приходят с самыми разными заболеваниями, а лидирует среди них остеохондроз. А взрослые в основном приходят, как говорится, не только, а в основном с остеохондрозом. Это боли в шее, головные боли, межлопаточная область, поясничная область. То есть это уже, конечно, если в запущенной форме, как радикулит. Вот. Но в основном все заболевания, как говорится, грубо говоря, обостряются, потом последствия остеохондроза. Это появление головных болей, головокружения, даже снижение зрения, слуха, сердечные боли. Многие ошибочно идут к кардиологу, там диагностируются, а у него с сердцем все нормально, а оказывается у него только из-за грудного остеохондроза. То же самое и с поясницей. Это боли в ногах появляются, тоже это от поясничной области. Вообще, по правилам, все вот привыкли 10-10, короче, то есть 10 сеансов. Это неправильно. Вообще вот остеохондроз, даже взять первую степень остеохондроза, и то лечится он от 15 и выше сеансов, один курс. То есть остеохондроз лечится в 3 этапах. Первое, это так вот не на медицинском языке, то есть его разбиваешь. Второй этап идет, то есть когда разбиваешь, вот как раз все начинается боли в спине, там головные боли сопутствующие, это как бы обострение идет, скажем, лечение через обострение. Второй этап лечения, уже когда боли стихают, и третий этап закрепления лечебного эффекта. Вот и в среднем выходит, точнее минимально 15 сеансов. Ну, например, вот массаж спины. Где-то в среднем около 25 минут. Ну, на первом я больше делаю, потому что я, то есть, диагностирую, смотрю там какие-то проблемы, кроме остеохондроза, как вот сколиоз, искривление, то есть это позвоночника. Плюс я расслабляю точным массажом, хоть и болезненно, но мышцы, это лучше 3-4 минуты потерпеть. Это китайский точный массаж, болезненный он, но лучше потерпеть, а потом 3-4 дня заниматься лучше другими проблемами. Ну, этих массажей очень много видов, как вот рефлекторно-сегментарный, соединительно-тканный там, и так далее, и тому подобное. Многие, хотя по эффекту то же самое, многие этого не понимают, и я как бы стараюсь объяснять. То есть здесь не главное не количество, а качество как бы работы. То есть можно не доводить там до синяков, до хрустов всяких. Вот люди у нас любят, чтобы у них все хрустело. То есть может до этого, до синяков не доводя, и тоже вылечить человека вот, без боли. Посредством массажа можно добиться довольно хороших результатов. У профессионала своего дела Емеля Акбулатова таких ярких примеров, когда человек практически исцеляется, много. Один из них – маленькая Милена, которая, можно сказать, вырвалась из рук страшной болезни. 7 месяцев были нарушения в развитии. И на приеме у невролога она нам посоветовала уже начинать массаж. И мы узнали про Емеля, начали делать массаж нам. И уже после одного курса мы уже почувствовали, что у нас уже улучшение. Начала переворачиваться, тонус мышц улучшился. Как аппетит даже улучшился, сон, настроение, это на все вообще большое влияние имеет. И вот за 1,5 года мы где-то сделали 5-6 сеансов, 5 курсов, 5-6 курсов, и как бы догнали наших сверстников, хоть она у нас вот, по зрению страдаем, но она у нас хорошо ходит, разговаривает вообще, ну, в развитии не отстает, как бы сказать. Очень помог массаж, и она сама его полюбила, как бы они нашли общий язык, она любит массаж, спокойно лежит. Массажист – это профессия, специальность, призвание. Не каждый врач может сделать качественный и правильный массаж. Герою нашей передачи талант исцеления дарован самим Богом. Специалист с большой буквы и добрыми руками. Так отзываются о Емеле его пациенты. Когда человеку ты реально помогаешь, ему легче становится, или дети там ходить начинают, голову держать там, то есть как-то от этого я удовольствие получаю, когда человеку реально ты вытаскиваешь из каких-то проблем.
то есть вот как Милена и Лина, то есть я, грубо говоря, вытащил их из ДЦП. Хотя они были вообще, я сначала не верил, что я что-то смогу им помочь, но слава богу.